Многие путают международные валютные резервы Национального банка со средствами государственного бюджета. В Нацбанке поясняют, прибыль, полученная в результате управления международными валютными резервами, является лишь частью бюджетных доходов. Международными валютными резервами по законодательству владеет и управляет Национальный банк. За бюджетно-налоговую политику по управлению и регулированию государственным бюджетом ответственно правительство в лице Министерства финансов. В соответствии с законодательством, по результатам финансового года 90% прибыли Национальный банк перечисляет в доход республиканского бюджета. Прибыль Национального банка определяется по результатам финансового года после учета всех доходов и расходов, имевших место в данном периоде. Одним из источников формирования международных валютных резервов являются иностранные кредиты и гранты, поступающие в пользу правительства и Национального банка. Бюджет формируется у нас в суммах, то есть те валютные средства, которые поступили на счета Нацбанка в пользу правительства, мы дальше передаем им уже суммы. Вот, это одна часть. Потом формируется за счет операций на межбанковском валютном рынке. То есть бывают моменты, когда Национальный банк скупает на нашем внутреннем рынке валюту, то есть в случае избыточности предложения. Есть источником также является сами управление международными резервами как таковыми, то есть получение доходов от управления резервов. Еще один источник золотовалютных резервов – это покупка золота у местных предприятий-производителей. Изначально золотовалютный резерв страны также был сформирован из кредитов и грантов, которые страна получала извне. По закону Национальный банк самостоятельно формирует, владеет и управляет всеми международными резервами с учетом приоритетов ликвидности и обеспечения их безопасности. Управление международными резервами определяется инвестиционной политикой, ежегодно утверждаемой правлением Нацбанка с учетом целей и задач денежно-кредитной политики Национального банка. Наконец, 2017 года золотовалютный резерв страны составил 2 миллиарда 176,5 миллионов долларов. В течение года на уровень международных резервов значительное влияние оказывали факторы, связанные с валютными операциями Национального банка, проводимые на внутреннем рынке страны, выплаты по внешним обязательствам страны, изменение курсов валюты, цен на драгоценные металлы, доходы, полученные от управления международными резервами, операции по покупке золота на внутреннем рынке, поступление валютных средств по кредитам и грантам внешних доноров. В результате чего по состоянию на середину ноября текущего года объем резервов составил 2 миллиарда 118 миллионов долларов. При обслуживании, допустим, внешних обязательств правительства, то есть в случае каких-то внешних обязательств какой-то иностранной валюты, то правительство покупает за национальную валюту иностранную валюту, которую перечисляет, допустим, кредиторам, донорам и так далее. Платит нам суммы, мы от лица правительства перечисляем наши выплаты, скажем, по внешдолгу, то есть нашим, скажем так, внешним кредиторам и донорам. В структуре международных резервов Национального банка в середине ноября почти 74% составляли иностранные валюты, пятая часть резервов – золото и около 7% специальные права заимствования – валюты Международного валютного фонда. В валютном портфеле международных резервов американские доллары, евро, швейцарские франки, английские фунты, австралийские и канадские доллары, японские иены, российские рубли, китайские юани, сингапурские доллары, корейские воны и норвежские кроны. 15% международных резервов размещались в самом Национальном банке, 13% в центральных банках государств мира, чуть более четверти в международных финансовых институтах и 44% в зарубежных коммерческих банках с высоким рейтингом. Мы управляем резервами, исходя из принципов ликвидности и безопасности. Говоря о принципах ликвидности, это имеется в виду, что мы в любой момент наши резервы можем превратить в деньги. То есть, говоря о безопасности, мы исходим из того, что при любых резких колебаниях риск потерь мы должны свести к минимуму. Это два основополагающих принципа. Национальный банк по закону в своей деятельности не преследует цели получения прибыли, поэтому выбирает высоконадежные и ликвидные финансовые инструменты в международных финансовых институтах, зарубежных центральных и коммерческих банках с высоким рейтингом.